Ладно, фотограф. В цирке. Что ты делала в цирке, скажи, пожалуйста. В цирке? Да. Я продавала попкорн. А, вот так вот, да? Не, я просто думал, там уже жонглировала там или еще что-то. Потом сладкую вату. Нормально. А потом Вот это администратором аттракционов была. Вот, смотрите, карьерный рост, а? Попкорн, сладкая вата, администратор. Вот я понимаю, человек целеустремленный, вот, да. Здравствуйте, уважаемые телезрители, и сәлеметсіз қадірлі достар. В эфире программа «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях молодая, очаровательная, талантливая певица Цезария Саид. Это мой тирамису, Так. который я сегодня ночью готовила. Серьезно? Прям Да, ночью? Да. Так как вчера было 3 концерта, Так. мы освободились только в 10 вечера. К сожалению, работа очень тяжелая. Цезария Саид, певица. Родилась в Казани, окончила Казанское музыкальное училище, а затем с отличием Казанскую государственную консерваторию, факультет хорового дирижирования. Во время учебы начала работать в Государственном камерном хоре Республики Татарстан, где в дальнейшем была хормейстером. Также в годы учебы организовала свой вокальный коллектив «Эссен», с которым активно гастролировала. Сейчас Цезария ведет сольную карьеру, пишет песни, снимает клипы. Что мы сегодня будем готовить? Расскажи нам немножко, пожалуйста. Сегодня мы будем готовить плов с восточными мотивами. Командуй, что нужно будет делать мне? Я думаю, чтобы я не плакала, тебе нужно лук нарезать. Легко. И потом сразу мясо. То есть А я займусь морковкой. буду плакать я. Как режем? Мелко, крупно? Полукольцами. Цезария, ну, у нас тут так принято. Мы готовим и ведем светские беседы. Как часто ты дома готовишь плов? Скажи, признавайся. Раньше очень часто готовила. Сейчас очень редко, потому что концертная деятельность, к сожалению, не позволяет вообще это делать. И готовка в основном происходит по выходным. А кто учил тебя вообще готовить? Ну, как так произошло? Ну, я не знаю, меня вот, например, родители особо не учили готовить. Меня жена научила готовить больше. Я помню на УПК в школе в 8 классе. Так. И что вы там делали? Мы готовили картофельные, как они называли, картофельные оладушки, Так. суп, щи. Очень вкусно было. Я дома сразу приготовила. Вот это самые яркие воспоминания о готовке. Так, ну мы дорезали лук, морковку. Что мы дальше будем делать? Сейчас ты нарежешь мясо. Отлично, не вопрос вообще. А ты будешь все это жарить будешь, да? Да, сейчас мы включим плиту и будем обжаривать лук. Хорошо, давай тогда меняться местами, потому что тебе ближе к плите. Ну а пока все это мы готовим, вопрос такой, по творчеству все-таки, это мне очень интересно. Как так получилось, что ты пришла в эту профессию, что ты начала петь? Ну, у меня в садике был музыкальный руководитель. Она просто за шкирку потащила меня в музыкальную школу. Я по-другому сказать не могу. Она настояла на том, чтобы я пошла на фортепиано, и вторая специальность у меня была хор. То есть я пела и играла. Ну и дальше как творческий путь, когда решила, так скажем, ну профессионально заниматься всем этим? Я закончила музыкальную школу Угу. и совершенно случайно поступила в музыкальное училище. Оказалось, что мы приехали в последний день подачи документов и начала готовиться. Спасибо моим педагогам. Я считаю, что я вообще в своей жизни попала к самым гениальным педагогам, вот, которые только могли вот у нас в Казани. Так, кто эти люди? Я это хочу знать, как их зовут. Известная Маркова Людмила Борисовна и Калеева Татьяна Андреевна. Цезария, ну во время учебы в училище-то, что было интересного? Какие-то выступления запомнились или нет? Угу. Конечно же, каждый выход на сцену был всегда запоминающимся, особенно когда высокодуховную музыку исполняешь. Ну, волнение. Да. Оно было или нет? Я Все-таки? Или настал какой-то момент, когда это волнение просто пропало? Нет, я до сих пор, как ребенок, очень сильно волнуюсь при любой ситуации. А сейчас волнуешься ты, нет? Очень. Очень? Да. Так, давай так сделаем. Чтобы снять волнение, мне кажется, ты должна оказаться где-то в своей атмосфере, как рыба в воде себя должна чувствовать. Давай спой нам что-нибудь, пожалуйста.
Тогда, может, и я волноваться перестану. Может быть, и Турантель. Почему бы и нет? Прекрасно, прекрасно. И Турантель, и Матуртель, et kämän kämnің телі. Dünyada көп нәрсе білдім, сен туған тіл арқылы. Цезария, что мы делаем сейчас? Сейчас мы поставим вариться рис. Мы его должны сварить до состояния аль денте, то есть, чтобы он был жестковат, недоготовлен. Прекрасно. Татарский не знаю, как будет. Аль денте по-татарски. Если кто-то знает, друзья, пишите там в комментариях на ютубе, нам будет очень полезно. Или в группе ВКонтакте. Цезарий, ну я знаю, что ты еще после училища не остановилась и пошла учиться дальше, в консерваторию. Это так? Да, Так. Да еще и с отличием ее закончила. да. Зачем? Ну зачем? Неужели в училище не научили уже всему? Ой, в училище дают всю базу полностью знаний. Мгм. В консерватории уже дело студента впитывать дальше, закреплять или нет, развиваться ну все или понятно, нет. да. А кто закончил училище, это уже все готовый профессионал-музыкант. А чем запомнились годы учебы в консерватории? Мне очень нравилась философия, Так. психология. Ну, фортепиано тоже считается общеобразовательным предметом, конечно. Для консерватории, Если наверное. даже я не выучивала, я все равно приходила на урок и занималась это время 45 минут. И мне всегда было жалко каждую минуту жизни. Почему и в училище я тоже была активная. Когда параллельно с недосыпом я ночью со школы диджеев Бимрадио, пришедшая к 8 утра на уроки. Ага. Школа диджеев еще, да, была? Да? Да. А что в итоге-то? Почему не пошла работать на радио? У меня была в итоге передача в Где? рейтинговое время, но я, к сожалению, из-за своей бурной жизни, как всегда, не... Да, мне просто было не до этого. Так, ну у нас лучок, по-моему, уже готовый, нет? Ну, я думаю, да, его можно уже снять. В смысле, его надо переложить, да, чтобы он не пережарился? Я не люблю, когда лук пережаренный, да, его можно вот до конца томить. Так. Мне нравится сначала все-таки, ну, мясо отдельно после лука, и обратно его уже положить. А морковку когда мы будем жарить? А морковка у нас будет после мяса, вместе с сухофруктами. Я обожаю. Люблю, когда как- мужчина мясом занимается. А мне очень нравится этот запах жареного лука. Это прям сразу аппетит такой нагоняет. Так, мясо нормально, нет? Немного? Достаточно? Мне Мяса много кажется, не бывает. Да. Ну что, мне кажется, водичка у нас кипела, и поэтому надо уже рис закладывать. А в этот момент, пока я буду закладывать рис, мне кажется, нужно что-то спеть. Нет? Цезария, как думаешь? Ну, что я могу спеть тебе? Чтобы веселее у нас все прям было, веселее. Чтобы повеселее было. Да. А вот с моим коллективом, который назывался Эссен. Кстати, я вот прежде чем спою, хотела сказать, член моего коллектива, Венера Так. Гемадиева, теперь известная мировая звезда, оперная певица Ого! мировой сцены. Ого! Да, я этим горжусь, что мы вместе начинали, это моя одногруппница. Так. Очень горжусь знакомством с ней. И я даже ее заставила накрасить губы розовым, поставить вот сюда хвост. И мы пели вот с такими движениями. Диско, это диско, это... И мы пользовались успехом. Какой год? Какой год это был? А? Ой, по-моему, 2002-2003. А, это Пели же- синий иней, синий-синий иней лег на провода. В небе темно-синим, синяя звезда. У-у. Только в небе темно-синим. А говоришь, пусть не можешь, еще и танцуешь. Итак, ну мы рис сварили.
Промыли. Что делаем дальше? Дальше мы на маленький огонь ставим сковороду, разогреваем, Так, кладем сливочное масло. так, Весь сколько? кусок, весь кусок. Весь прям? Да, потому что Ничего у себе. нас мы готовим без специй, потому что у нас вкус дает плову именно мясо, и сладость дают сухофрукты. Татарский плов, он тоже изначально сладкий, да, но у нас же здесь восточные мотивы. Мы здесь добавили еще в приготовлении у нас будут финики добавлены. А в татарском есть курага и изюм. Все, классно. Всё. Прям все кладем в полную? Да. Цезария, смотри, ну в группе ты работала, да, пела, на радио работала, в консерватории училась. Что еще интересного мы о тебе не знаем? Скажи мне, пожалуйста. Я заняла 2-е место по восточным танцам в 2007 году Так. в чемпионате, в чемпионате города Казани. Танцы, В учеба. церкви я пела. Что? В церкви пела. Где? В церкви. Серьезно? Да. За деньги просто? Конечно, за деньги. Зачем вам бесплатно в церкви петь? В церкви стояла Цезария. А еще я работала в цирке с 12 лет. А я забыла еще... Нет, Еще я что-то забыла, есть? да. Просто еще что-то я есть, же да? работала фотографом. У меня была своя фотостудия. Ладно, фотограф. В цирке. Что ты делала в цирке? Скажи, пожалуйста. В цирке? Да. Я продавала попкорн. Вот так вот, да? Не, я просто думал, там уже жонглировала там или еще что-то. Потом сладкую вату. Нормально. А потом Вот это администратором аттракционов была. Вот, смотрите, карьерный рост, попкорн, сладкая вата, администратор. Вот я понимаю, человек целеустремленный. Вот, да. Всё. Итак, продолжаем блюдо. Масло у нас растопилось. Надо Да. рис. Я чуть-чуть подбавлю. Мы весь потому полностью что... выкладываем. Да, слушай, нам нужно обязательно края промазать, потому что рис будет задевать. Наверное, мы вот так вот с тобой очень хитро сделаем. Вот так вот, с маслом. Какие мы хитрые. Да. Если будет много, можешь оставить, потому Хорошо. что посуду, чтобы позволяла. Цезария, когда у тебя все-таки началась твоя сольная карьера? Как ты к этому? У тебя был долгий путь, я так понимаю. От продавщицы попкорна до прекрасной певицы. Подъем, да? Эссент, восхождение. Чувствуешь, Конечно, да? конечно. Через коллектив. Конечно. Да, Когда? Когда в итоге? Когда это Ну, случилось? я всего несколько лет назад начала петь именно сольно. Я почувствовала, что очень хочу. У меня прорезался голос, во-первых. Просто я почувствовала, что я могу петь такой репертуар, который редко исполняется вот в Татарстане. Например? Ну вот с восточными мелизмами. Я начала учить азербайджанские песни, Так. турецкие, арабские. Вот в португальском там же тоже влияние есть вот этих арабских украшений в вокале. Я не могу не попросить тебя спеть. Давай я помешаю, а ты спой, пожалуйста. Говорю. Народная азербайджанская песня «Гитмегель». Как переводится? «Не уходи, любимый». Ну, милый. Китме. Да. Примерно похоже. Gözlerin aldı beni, kemende saldı beni. Gitme, gitme gel güzel yar, gitme gel. Kurban ahan gözüne, nazlı bakan gözüne, yine sürmeyecek misin? Evler yıkan gözüne yar, gitme gel. Слушай, это очень круто, вообще невероятно. Спасибо тебе огромное. Ну что, друзья, прямо сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после этого вернемся и продолжим уже все готовить. Да? Это вновь секреты татарской кухни. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях прекрасная, талантливая, молодая певица Цезария Саид. И мы сегодня готовим плов.
Очень такой необычный плов. Да, ну что, все, у нас рис готов, мясо, все уже пожарилось. Давай уже, я Да. хочу, Цезария, Давай, уже это поесть делаешь это. ты, морковь. Так, морковку. Да. Очень быстро, смотри, мы Только, ее понимаешь, сюда. надо с любовью морковь-то выкладывать. Я Что ты люблю тебя, делаешь? морковь. С любовью это нежно. Продолжаем с любовью выкладывать. Нет, давай сейчас сначала посолим. Давай, не вопрос. Не вопрос. Сколько нужно соли? Побольше. Тагын керек, что ли? Конечно. Я- Все, стоп. Будем, все, прекрасно. Хорошо. Дальше. Просто выкладываем, да? Да. Есть, хорошо. Я даже, смотри, ложечку подготовила. Да зачем эти ложечки? Ну, к Да, всё чему должно это быть всё? руками Руками, сделано. с любовью. Конечно. Да, а финики? Конечно, тоже. Да, сейчас финики. тоже, да, выкладываем? Прекрасно. Плов с восточными мотивами. Говядину нарезали на небольшие кусочки, лук полукольцами, а морковь соломкой. Сначала в казане на растительном масле обжарили лук. После того, как лук приобрел золотистый оттенок, его достали. Далее в это масло положили говядину, посолили и обжаривали практически до готовности. Затем в казан добавили морковь, урюк, изюм, финики и готовили еще несколько минут. Рис готовили отдельно. Для этого в глубокой сковородке растопили пачку сливочного масла, добавили заранее отваренный рис, хорошенько перемешали и томили несколько минут. Цезарий, ну я так понимаю, наше основное блюдо практически уже готово, сейчас это чуть-чуть дотомится, да, и потом мы будем это пробовать. Что мы будем делать дальше? Что еще сегодня будем готовить? Так как у нас скоро лето, Так, поэтому у нас летний напиток. Я его все равно называю айран, дома мы его называем айран. Да, но его можно готовить не обязательно из самого айрана. Нам понадобится, класс, давай. нам понадобится кефир, Так, жирный. жирный. Да, Угу. на это количество ложечка сметаны. Да, можешь сразу ингредиенты закладывать. Добавить сразу можно, да? Да, это делается для густоты. Это сытный летний напиток вообще. Мгм. Мы режем немножечко огурца, ты опять Что? лук Лук. сейчас, да, режешь. Цезарий, ну смотри, ты нам спела уже и на татарском языке, и на азербайджанском, и на английском. На каких языках ты еще поешь, скажи? На грузинском, на испанском, на итальянском говорила. Нет. Иранский, португальский, мне Так. очень нравится. Еврейский, армянский есть одна песня. Сколько, в принципе, языков ты... На скольких языках ты можешь петь? На сербском, ну, сербский, болгарский похожи. Так. Вот, 17 языков примерно считала. Споешь нам? Споешь нам на каком-нибудь, нет, языке что-нибудь? Ну, выбирай на грузинском или на испанском. Грузинский. Чвенахаэр турцик варулист валебит вумзерт. Давин раицис висагул шира цецхлигис гизепс. Ундо блададам карнана даурис нанатарим зера. Шевар бацдида гулианат гадвигис кисе. Спеть-то ты спела. Все... А ты хоть понимаешь, о чем ты поешь или нет? Конечно. Ладно, Как я ладно. могу не понимать? Так, хорошо. Нет, ну серьезно. У нас серьезная передача, я серьезные Я вопросы совершенно задаю. случайно услышу где-то песню на просторах интернета. Так. Она меня завлекает. Я плачу. Я понимаю, что я ей должна петь, что у меня душа просит. Понимаешь, я могу несколько часов дома плакать, пока слушаю эту песню без Так. остановки. И я начинаю переводить. Дотошно перевожу через Google переводчик. Ищу носители языка. Все у себя в тетрадочке помечаю цветными ручечками. Ну, слушай, ты прям такую работу конкретную проводишь, да? Это просто бесконечная работа. Бесконечная. Класс. Так, ну что, лучок. Я порезал лучок. Мне кажется, я уже даже много порезал. Больше, Давай чем нужно. теперь содержимое наполнять зеленью, огурчиками. Много надо сюда зелени, нет? Щепотку зелени. Мы, если что, добавим теперь огурцы. А укропчик мы туда не делаем? А сейчас ты будешь резать укроп. А, так почему ты не сказала Я не до знаю, этого? почему ты столько лука нарезал. Пока ты выкладываешь огурчик, я уже нарезал укроп, смотри. Я стараюсь все делать очень быстро. Видишь, я с любовью медленно выкладываю. Теперь нужно посолить. Соль Так. с твоей стороны. Прекрасно. Самый главный ингредиент. Что это такое? измельченное. Угадай, что? Это же бетнек.
Мята, правильно! Тарам! Тоже кладем щепоточку. Щепоточку. С ней мы не ошибемся. Она дает вкус. Кстати, вот кто не пробовал молочный суп, вот и вот это сверху. Очень вкусно. Нет, да, я всегда так делаю. Ну смотри, ты прекрасно поешь, но это все не твои песни, или нет? Это же чужие песни, народные. У меня есть свои, Есть свои? татарские. Так, Знаешь, как мне тяжело было их писать? покажи, Я как думаю тебе тяжело было их по-русски, писать. и мне столько приходилось сидеть с литературным текстом, искать переводы, разные Ага. значения. Бедная моя мама ночами мне переводила тексты, Так. чтобы я могла свои чувства излить достоверно. А ты что, не видел по телевизору мой клип? У меня есть песня Жанна Каем. Я видел все, я просто боюсь, что наши телезрители не видели, не слышали, мало ли. Поэтому споешь? Аяк тартқан түннердәбіз, йолдызларны саныйбыз, алға барасы юлларның матурларын сайлыйбыз. Güzellikке таң қалабыз, ал су таңнар атқанда, күбәләкләр кавыштыра бер-берсен тага багыярлар. Туй алмыйсың миңа карап, мин сине генә уйлыйм. Хыялымда җанныкаем, синең янда җанныкаем. Күңелемнең иң түрендә елмаю карашың. Хыялымда җанныкаем, синең янда җанныкаем. Күңелемнең иң түрендә елмаю карашың. Это было круто, вообще классные песни у тебя, Спасибо. классные. Спасибо тебе большое. Но я уже хочу все попробовать. У нас уже плов, Но все, для айранчик. того, чтобы попробовать, нам нужно все убрать. Давай, мы сейчас все уберем и будем уже есть. Домашний айран. Пол-литра кефира перемешали с 1 столовой ложкой сметаны. Затем добавили нарезанный кубиками огурец, порубленную зелень, приправили солью, добавили щепотку сушеной мяты и хорошенько перемешали. Ну что, друзья, у нас все готово. Цезарий, будем пробовать? Конечно, обязательно. Выглядит очень все аппетитненько и вкусненько. Ой, уже пробовать всё. Тебе очень понравится. Думаешь? Да. Уверена? Да. Ну ты же обещала. Да. Только медленно, очень, с любовью. Ну как тебе? Слушай, очень вкусно. Мясо в сочетании с сухофруктами дает очень такой прям очень нежный какой-то вкус. Вот. И рис наш такой какой-то сливочный такой вкус. Это все из этого огромного количества масла, которое мы делали. Это очень вкусно, очень вкусно. Ну что, и будем пробовать айранчик. Освежающий. На улице как раз таки такая погодка для него. Приправы можно было побольше. Да мне кажется, все достаточно. Я вообще люблю айран, и мне кажется, это прекрасное дополнение к плову. Ну что, дорогие друзья, по-моему, все у нас сегодня удалось, все у нас было очень вкусно. Спасибо тебе большое. И, Цезарий, я не могу тебя отпустить, пока ты там не споешь еще одну песню. Пожалуйста. Ну, на болгарском языке. Прекрасно, прекрасно. Нет, давай на сербском. Идеально вообще, еще лучше даже. Прелетеже, птица ластовице, ай, замок дорогана, ай, замок дорогана. Браво! Ну что, друзья, спасибо тебе большое, Цезарий, что была сегодня с нами. Это были «Секреты татарской кухни». Смотрите нас каждое воскресенье в 11:30 на канале ТНВ. Сау вас, пока-пока. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе.